эфире программа «Патруль», и я, ее ведущая Анастасия Маслова. Здравствуйте. В этом выпуске расскажу о масштабном по количеству участников ДТП, жестокой драке и какое фото в интернете заинтересовало республиканских следователей. Также покажем традиционный обзор происшествий, случившихся за пределами Тувы и не оставивших равнодушными пользователей всемирной паутины. Поехали! Начнем выпуск с видео, которое прислал на редакционную почту наш телезритель. На этих кадрах видно, как несколько девушек жестоко избивают человека. Беззащитно лежит на земле, пытаясь укрыться от ударов, но девушки с яростью вновь и вновь наносят удары руками и ногами. Сначала на пострадавшего нападают две девушки, затем к ним присоединяется третья. С ними в компании молодой человек. Он периодически оттаскивает нападающих, но те вновь продолжают избиение. Предположительно, это произошло в Кызыле. Если так, то этим видео, вероятно, заинтересуются соответствующие органы. В различных сообществах Тувы в социальных сетях то и дело появляются фотографии, которые вызывают бурю эмоций пользователей. Эти кадры буквально кричат о, мягко говоря, невоспитанности некоторых жителей республики. Ради фото эти люди, видимо, готовы на все. То кто-то залезет на скульптуру комплекса «Центр Азии», кто-то взгромоздится на памятники Максиму Горькому или маленькому шахтеру. Не остается без внимания и знак «Я люблю тебя, Кызыл», что на Арбате. Но если эти люди получили лишь осуждение от общества, то девушке, которая закинула ногу на буддийский молитвенный барабан, тем самым осквернив ритуальное сооружение на главной площади столицы, грозит уголовная ответственность. Этим фото заинтересовались в Республиканском следственном комитете. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, предназначенных для проведения богослужений и других религиозных обрядов. Органы предварительного следствия обращаются за помощью к населению столицы и республики для установления личности самой девушки, а также возможных очевидцев и свидетелей произошедшего события. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба обратиться в следственный отдел по городу Кызыл по улице Горная, дом 28 или по телефонам 8 923 380 89 99. 8 913 350 16 46. Отмечу, что статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает в том числе и лишение свободы сроком до 3 лет. 6 человек пострадали в аварии в Агдавураке 20 ноября. Там столкнулись ВАЗ и Тойота. В ГИБДД нам рассказали подробности. Причиной аварии стал выезд на встречную. Опасный маневр совершил водитель отечественного авто. В результате его и его пассажира с травмами различной степени тяжести с места аварии увезли на скорой. Кроме того, в помощь медиков понадобился водитель и 3 пассажирам Тойоты. Сотрудники госавтоинспекции сейчас выясняют все обстоятельства ДТП. У водителей взяты анализы для установления факта алкоголя в крови. А в Кызыле 16 ноября произошло масштабное по количеству участников ДТП. На перекрестке улиц Титова и Кочетова не разъехались сразу 4 автолюбителя. Как рассказали в госавтоинспекции, сначала в аварию попали Honda CR-V и Honda Accord. Водитель Honda CR-V по предварительным данным пытался проскочить на красный сигнал светофора, но завершить маневр не смог. Следом дорогу не поделили еще 2 автолюбителя. На этом же перекрестке столкнулись Рено и еще одна Honda Accord. Возможно, водители этих машин отвлеклись на уже столкнувшихся автолюбителей. Как уточнили в ГИБДД, в 2 авариях обошлось без пострадавших. Далее в эфире обзор происшествий, случившихся за пределами республики и наделавших много шума в социальных сетях. Это видео попало к нам в программу прямиком из северной столицы. На этих кадрах ЧП, которое произошло в одном из питерских супермаркетов, а именно потасовка покупателей с кассиром. Дело в том, что сотрудник торговой точки заметил, как 6 парней крадут шоколад, поясняет автор публикации. Один из покупателей набросился на кассира, после подключились и его друзья. Молодому человеку чудом удалось оторваться от агрессивной компании, но, по словам автора публикации, позже сотрудника магазина с ножевым ранением увезли в больницу. Компания дебоширов же успела скрыться до приезда полиции, но один из них обронил нож. Орудие преступления нашли в ходе осмотра места происшествия стражи порядка. Это значит, что в распоряжении сыщиков, вероятнее всего, оказалась важная зацепка – отпечатки пальцев нападавшего. Будем надеяться, что виновные понесут заслуженные наказания.
А это видео из Новосибирска. На нем видно, как водитель отечественного авто спокойно двигается параллельно трамвайным путям. Но в какой-то момент водитель теряет контроль над управлением, машина резко поворачивает, вылетает на трамвайные пути, где громадная махина, как игрушку, таранит легковой автомобиль. А пострадавших авторы видео не поясняет. Это уже Челябинск. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как водитель маршрутного такси и «Тойоты» не поделили дорогу. Мы видим, как на перекрестке при повороте налево водитель маршрутки, не притормаживая, продолжает движение. Он не пропускает иномарку. «Тойота», в свою очередь, также продолжает ехать вперед. Надо сказать, что удар был сильным. Как поясняет автор публикации, за рулем легкового авто была женщина. Она в результате ДТП получила травмы. А в Челябинской области ВАЗ закружила на заснеженной трассе. По счастливой случайности столкновения с другими участниками дорожного движения удалось избежать. Пируэт легкового авто заснял видеорегистратор очевидца. По его словам, автолюбитель из-за погодных условий не справился с управлением. Машину аккуратно закружила и выкинула на встречную полосу. Водитель встречного автомобиля вовремя заметил это и успел среагировать на дорожную ситуацию, благо скорость была невысока. Не забывайте и вы делиться видео на страницах нашей группы ВКонтакте «Тува в объективе». Десятки тысяч оборванных жизней, еще больше поломанных судеб. Дорожно-транспортные происшествия – одна из основных причин гибели людей. В минувшее воскресенье по всей стране вспоминали тех, чью жизнь забрала дорога. 20 ноября – День памяти жертв ДТП. Дорога. Она не прощает ошибок и порой забирает самое ценное, что есть у человека – его жизнь. В этом году в Туве в авариях погибло больше сотни людей. Одни слишком сильно нажали на газ, другие пошли на рискованный маневр. Причины ДТП разные, но, как правило, год от года они не меняются. Среди основных причин дорожно-транспортных происшествий – это превышение установленной скорости движения, выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, управление транспортными средствами в состоянии опьянения. По вине пьяных водителей и водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, за 10 месяцев этого года в нашей республике произошло 119 аварий, в которых погибли 54 человека. Инспекторы ГИБДД повторяют: будьте внимательны в дороге, не торопитесь, не рискуйте. Дорога ошибок не прощает, и стоят они слишком дорого. День памяти жертв ДТП – еще один повод сказать эти простые истины. Важно помнить, что правила дорожного движения написаны кровью. Соблюдайте их, чтобы близкие точно дождались вас дома. Ну что же, самое время узнать о том, сколько аварий произошло за минувшую неделю. Далее в эфире официальная статистика от ГИБДД. С 14 по 20 ноября в республике зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 участников дорожного движения пострадали. За неделю также произошло 54 ДТП с материальным ущербом. Инспекторы ГИБДД задержали 50 водителей за управление в состоянии опьянения. Из них 4 автоледи и 4 водителя задержаны повторно. На этом у меня все. Берегите себя и своих близких. Встретимся в эфире ровно через неделю. До свидания.